Здравствуйте, ребята! Рада приветствовать вас на уроке Родиноведения. Тема урока «Охраняем природу родного края». Сегодня на уроке вспомните, что надо делать для того, чтобы сохранить природу нашего края и Земли в целом. Повторите то, что вы знаете об окружающем мире. Познакомитесь с некоторыми охраняемыми территориями Кыргызстана. Здравствуйте, ребята! Здравствуй, природа! Здравствуйте, поля, леса, реки, озера! Здравствуйте, птицы! Если бы человек вот так здоровался каждый день не только с родными и знакомыми, но и со всеми живыми существами, окружающими его, может быть, до сих пор на Земле жили бы все те животные и растения, которых мы уже никогда не увидим, так как люди уничтожили их. Мы познакомились со строением и многообразием растений. Но над многими видами растений нависла серьезная угроза – исчезновение, так как люди уничтожают их. Если я сорву цветок, если ты сорвешь цветок, если все, и я, и ты, если мы сорвем цветы, опустеют все поляны, и не будет красоты. Мы должны стараться постигать тайны природы. Давайте получше узнаем окружающий мир, а узнав по-настоящему, полюбим его, а полюбив, будем беречь. Можно много еще рассуждать, а не пора ли перейти к конкретным делам? И если хорошо подумать, то это не так и сложно. Внести конкретный вклад в заботу о земле. А начинать всегда нужно с малого, с близкого нам, с родного дома, улицы, на которой живешь, со школы, в которой учишься, с родного города. И не зря эпиграфом нашего урока являются слова: «Сбереги, сохрани, где стоишь, где живешь, хотя бы на расстоянии вытянутой руки». Ответьте на вопросы, и мы узнаем, насколько вы хорошо знаете окружающий нас мир. Вопрос первый. Как называется территория, на которой запрещена любая хозяйственная деятельность человека? Верно, заповедник. Вопрос второй. Есть в нашей стране кустарник с белыми или розовыми цветами, с яркими оранжевыми плодами. Нет плодов, более богатых витаминами. Плоды этого кустарника применяют при простудах, заболеваниях желудка, печени и других. Как называется кустарник? Правильно, шиповник. Следующий вопрос. На ветках плотные комочки, в них дремлют клейкие листочки. Что это? Почки. Следующий вопрос. В степь пришла весна, степь кругом красна, и цветник у меня запылал без огня. Что это за цветок расцвел? Правильно, мак. Стоит кудряшка, белая рубашка, сердечко золотое. Что это такое? Правильно, ромашка. Есть один такой цветок, не вплетешь его в венок. На него подуй слегка, был цветок и нет цветка. Что это за цветок? Верно, одуванчик. Какой документ содержит краткие сведения о распространении и мерах охраны редких видов растений и животных всего мира? Правильно, это Красная книга. Как вы думаете, что такое особо охраняемые территории? Особо охраняемые территории – это места, которые частично или полностью, постоянно или временно исключены из хозяйственного использования человека. Как вы думаете, почему? Различают следующие территории. Национальный парк – территория, на которой объекты, представляющие научную ценность, которая открытая для туризма и отдыха. Заповедник – территория, на которой имеются природные объекты, представляющие научную ценность, где любая хозяйственная деятельность человека запрещена. Заповедник – это слово всем и каждому знакомо. В нем животных охраняют, кормят и оберегают.
Запрещают здесь охоту, проявляют здесь заботу о растениях лесных, луговых и полевых, водоемов и болот. Вся природа здесь живет. Под охраной человека много лет, от века к веку. Заказник – часть территории, в пределах которой находятся под охраной некоторые виды животных и растений, природные объекты. Хозяйственная деятельность разрешена. Памятники природы – это отдельные ценные природные объекты, имеющие научное, историческое, экологическое значение и нуждающиеся в охране. В Кыргызстане создано 83 специальных заповедника, 10 государственных заповедников, 10 государственных природных национальных парков, 10 лесных хозяйств, 23 ботанических сада, 18 геологических, 2 комплексных и 14 охотничьих заказников. В соответствии с классификацией особо охраняемые природные территории относятся к 4 категориям. Первая категория – государственные заповедники, полностью освобождены от экономической деятельности человека. Запрещен лов рыбы, охота, сбор всех видов растений. Иссык-Кульский государственный заповедник. Задача – охрана млекопитающих птиц, таких как лебедь, красноносый нырок, кряква, лысуха, серый гусь и другие. Прибрежной фауны и флоры, а также рыбопромысловый контроль. Кулунтайский государственный заповедник образован в 2004 году в Каракульджинском районе Ошской области. На территории заповедника расположено чарующее своей красотой высокогорное озеро Кулун. Ландшафт заповедника горный и довольно разнообразен. Здесь насчитывается около 600 видов полезной дикорастущей флоры. Нарынский государственный заповедник основан в 1983 году для защиты хвойных лесов, альпийских лугов. Главные объекты охраны – ель, шренка и морал. Территория заповедника – единственное место в республике, где охраняется популяция семиреченского благородного оленя, тяньшанский подвид. В урочище Ирису в 1986 году построен питомник по реабилитации и увеличению популяции указанного вида. В заповеднике имеется музей природы, который является базой для проведения эколого-просветительных мероприятий. Вторая категория – государственные национальные природные парки. На них возлагаются следующие задачи: сохранение ландшафтов, водных объектов, флоры и фауны, памятников истории и культуры, создание условий для туризма и отдыха. Например, такие парки, как Ала-Арча. Парк Ала-Арча – Ала – пестрый, пегий, полосатый, Арча – можжевельник. Создан в целях охраны уникальных ландшафтов парка Ала-Арчинского ущелья, сохранения природы и создания условий для проведения отдыха трудящихся. В парке вы можете найти маленький музей природы. Бешташ расположен в Таласской долине, в центральной части северного склона Таласского алатолла. Парк вытянут на 30 километров вверх по течению реки Бешташ. Организован в 1996 году в целях сохранения уникальных природных комплексов и биологического разнообразия северо-западного Кыргызстана. Здесь же имеются объекты, связанные с именем Манаса. Каракол расположен на восточной части Иссык-Кульской котловины, на северном склоне Тискей-Алатоу. Организован в 1997 году в целях сохранения уникальных природных комплексов ущелья Каракол. Основными задачами являются охрана растений и животных в парке, характерных для северо-восточного Кыргызстана, а также организация отдыха населения и иностранных туристов. Ландшафт Каракольского ущелья очень живописен, особенно привлекательно озеро Ала-Куль. Третья категория – памятники природы или геологические заказники, такие как пещера Ала-Мышык,
вблизи города Нарын, пещера Ажидар-Ункур, Ошская область, Наакатский район, глубина до 150 метров. Пещеры Чиль-Устун и Чиль-Майрам, Ошская область, Араванский район, объекты с древними письменами. Большая Баритовая пещера, Ошская область, Наакатский район, объект со своеобразным рисунком баритовых отложений, глубина 60 метров. Есть и другие памятники Кыргызстана. Четвертая категория – заказники, которые создаются для охраны отдельных компонентов природных комплексов. Некоторые из заказников – Теплоключинский заказник занимает площадь 29 тысяч гектаров в бассейне реки Арашан, создан для охраны мест обитания снежного барса, туркестанской рыси, белокоготного медведя и мест гнездования беркута, бардача, кумая, балабана. Джетоугусский заказник был образован в 1958 году в бассейне одноименной реки на площади 30 тысяч гектаров. Он был создан для охраны живописных природных комплексов вблизи известного курорта. Здесь под охраной находятся занесенные в Красную книгу республики снежный барс, белокоготный медведь и хищные птицы. Тюбский охотничий заказник был организован в верховьях рек Тюб и Каркара в 1975 году. На его территории охраняются снежный барс и рысь. Здесь также встречаются морал и горный баран. Гнездятся серпоклюв и редкие хищные птицы. Есть и другие заказники. Давайте подумаем и вспомним, какие даты в календаре призывают людей Земли обратить внимание на глобальные проблемы. 31 мая – Международный день борьбы с курением. 20 октября – День отказа от курения. 1 июня – День защиты детей. 1 марта – День борьбы с наркоманией. 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. 22 апреля – День Земли. 16 сентября – Международный день защиты озонового слоя. 5 июня – Всемирный день окружающей среды. 22 апреля мир отмечает День Земли. Нет, это не очередной праздник, красная дата, которую обычно сопровождают торжественными речами, беззаботным весельем и радостью. Этот день напоминания. День Земли впервые стали отмечать американцы в 1970 году, после того, как в 1969 году произошла страшная экологическая катастрофа возле американского города Санта-Барбара. Тогда миллионы тонн нефти, вылившейся из скважины, погубили множество животных, погибли гектары растительности, была отравлена вода. Ныне он вошел во все календари мира. Мы с вами познакомились с тем, что делает человек, чтобы сохранить окружающую природу. Но всегда нужно начинать с малого. Что же необходимо сделать? Убрать мусор и грязь со школьного двора и прилегающих территорий, посадить деревья, благоустроить двор, то есть навести порядок в городе. Вот и подошел к концу наш урок. Вся природа, дерево в сквере, ромашковая поляна среди домов, все это принадлежит всем нам. Мы хозяева лесов, речек, прудов, всего живого, прекрасного украшения земли. Но если мы хозяева, то и, конечно же, и защитники, потому что нельзя не платить за добро ответным добром. Бездумно спиленный тополь, затоптанный сад, безразмерный букет лесных цветов – все это удар по запасам прекрасных богатств. А ведь они не безграничны. Нужно помнить, что каждое дерево – это наше дыхание, а значит здоровье. Каждый должен осознать простую истину. Нанося вред окружающей среде, мы тем самым вредим самим себе. Делаем нашу жизнь серой и унылой. Подумайте, запишите свои предложения по сохранению окружающего нас мира. Нарисуйте листовку или плакат об охране планеты и защите окружающей среды. А я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.